Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня мы по просьбам педагогов разных наших школ, из разных муниципалитетов встречаемся по очень важной проблеме. Это проверка оценивания развернутых ответов ЕГЭ, задание номер 27. Сегодня я предоставляю самое основное слово председателю комиссии предметной по проверке подобных развернутых ответов. Вы ее хорошо все знаете, это Политова Татьяна Николаевна. Пожалуйста, Татьяна Николаевна. Уважаемые коллеги, добрый день. Мы с вами сегодня будем работать только по критериям К2 и К4. Вот в соответствии с заданием, которое у нас изменилось в едином государственном экзамене по русскому языку, мы с вами как раз эти критерии будем рассматривать. Уважаемые коллеги, на слайде перед собой вы видите с одной стороны формулировку задания, которое ребенок получает при выполнении задания 27-го, а с другой стороны те позиции, которые нам важны для учителей, для экспертов при проверке этого задания. Коллеги, напомним, что это задание предполагает написание сочинения на основе текста. То есть в первую очередь мы проверяем умение учащегося анализировать содержание и проблематику прочитанного текста. Кроме всего прочего, безусловно, когда ребенок у нас анализирует проблему текста, он работает с позицией автора, а значит мы проверяем умение определять позицию автора по заявленной проблеме. Кроме того, это задание номер 27 позволяет нам проверять у учащихся то, насколько они научились выражать и аргументировать собственное мнение, при этом строить свое рассуждение последовательно и логично. Ну и кроме всего прочего, безусловно, это задание позволяет нам проверить практическую грамотность учащегося. Но главный упор мы с вами сегодня будем делать на тех критериях, которые позволяют нам проверить то, насколько ребенок работает с содержанием текста. И еще раз оговорюсь, в этом году эта работа в большей степени будет как раз ориентирована на то, чтобы проверить умение учащихся анализировать текст, то есть представлять целостно его тематику и в то же время выделять части этого текста. Мы понимаем с вами, что под частями текста мы имеем в виду не только основную мысль автора, не только идею, не только замысел, не только проблему, но и те смысловые части, которые понадобились автору для того, чтобы проблему раскрыть. То есть вот как раз это задание мы с вами можем считать не только предметным, но и метапредметным. Очень серьезное умение проверяется в этом году у учащихся. Ладно, может сразу же вклиниться. Вот пункт комментировать главную проблему исходного текста. Вот почему главную? Но мы понимаем, что мы в данном случае опираемся вот как раз на те критерии, которые у нас есть, и, может быть, нас смущает слово «главное», потому что здесь хочется задать вопросы: главное, с чьей позиции? С позиции проверяющего, то есть эксперта, с позиции тех, которые составляли ключи к этому заданию, с позиции меня, читателя, или с позиции автора, который... Нет деления на главное, не главное. Да, конечно, нет такого деления. Мы в данном случае имеем в виду главную, ту, которая все-таки в тексте преобладает, основная. Ради которой текст написан. И написан. То есть более корректно, наверное, говорить основную проблему исходного текста, потому что попутно мы понимаем с вами, что автор обращает внимание и на другие проблемы, частные проблемы, которые проистекают из этой основной проблемы. Поэтому комментируем проблему, ту, которая в тексте преобладает. Потому что, в данном случае мы понимаем, если ребенок будет комментировать частную проблему, то он, скорее всего, что затруднится в приведении примеров, ибо эти примеры, по всей видимости, будут в тексте упущены автором или будут заявлены чуть позже, потому что мы понимаем, что мы работаем с фрагментами больших текстов, поэтому все-таки берем основную проблему, чтобы не допустить ошибку вот как раз по первому критерию К1 по формулировке проблемы текста. Продолжим, уважаемые коллеги. Я очень тезисно напомню о том, что комментарий – это прежде всего пояснение того, на каком материале автор раскрывает проблему. А значит, комментировать – это приводить важные для раскрытия проблемы примеры иллюстраций. И вот в скобочках, уважаемые коллеги, у меня как раз отмечен тот критерий, который в этом году главенствует при проверке. Примеров иллюстраций учащийся должен привести 2. Кроме всего прочего, нужно определить и объяснить важность каждого из этих примеров. Поэтому, опять же, и этих пояснений должно быть 2. Хотя мы понимаем, что при расположении этих пояснений учащийся может выбрать разные модели построения текста, поэтому, может быть, при проверке как раз трудность будет заключаться в том, что формально, то есть
при делении на абзацы, при делении на смысловые части сочинения, эксперт будет видеть только одну часть, в которой находятся пояснения. Но, тем не менее, эти пояснения будут объяснять оба примера. Вот это вот как раз сложность, которую мы с вами потом будем обсуждать при разборе уже конкретных сочинений, но сейчас я на это обращаю внимание. Уважаемые коллеги, вот эти два примера иллюстрации и пояснения каждому примеру не предполагают, что ребенок будет делить это и показывать нам с помощью абзацев. То есть при этом мы должны будем смотреть на сочинение как на целостный текст и понимать, что абзацное членение применяет учащийся для того, чтобы показать смысловые части в своей работе. А это значит, что он может пояснение объединить в одну смысловую часть, если это не будет нарушать логики его рассуждения. Кроме всего прочего, комментировать — это не только привести примеры иллюстраций и объяснить важность этих примеров, интерпретировать эти примеры, но еще и определить смысловую связь между этими примерами. Итак, уважаемые коллеги, работая с содержанием текста, учащийся анализирует этот текст с точки зрения авторского замысла, и в тот момент, когда переходит к комментированию, по сути, ребенок отвечает для себя на вопрос «как?», с помощью каких примеров автор хотел раскрыть эту проблему, которая для него была важной. Наконец, уважаемые коллеги, уже переходя к сочинению, учащийся находит те примеры и тот материал, на основе которого автор раскрыл проблему. При этом, конечно, учащемуся нужно избежать простого пересказа, и мы здесь можем задать закономерный вопрос: а что делать с художественными текстами, в которых явно преобладает тип речи повествования? Мы с вами понимаем, что избежать простого пересказа учащийся может в тот момент, когда он пытается не воспроизвести текст, не изложить его, а как раз обратить наше внимание, внимание проверяющего, на то, насколько этот повествовательный фрагмент, этот эпизод важен. То есть учащийся будет анализировать роль этого фрагмента, роль этого эпизода. Кроме всего прочего, конечно, при комментировании, при приведении примеров иллюстраций возможны цитаты, но мы говорим учащимся о том, чтобы они избегали цитирования без пояснений и без выявления смысловой связи. Ну и, кроме всего прочего, не допускали фактические ошибки. И вот как раз коллеги очень часто задают вопрос по поводу того, а что считать фактической ошибкой в тот момент, когда ребенок приводит пример. Ну, кажется, когда я привожу пример из текста, как здесь можно допустить фактическую ошибку? Уважаемые коллеги, в большей степени, конечно, дети допускают ошибки, когда начинают пояснять эти примеры. И эти фактические ошибки чаще всего, вот судя по тому, что происходило в этом году в рамках диагностических работ и в рамках досрочного периода сдачи ЕГЭ, дети допускали ошибки, связанные с определением исторической эпохи. То есть приписывали автору современные взгляды, характерные для 21 века, и наоборот, присваивали взгляды автора, которые касаются, например, начала 20 века, середины 19 века, приписывали себе. И таким образом присоединяли себя к современникам автора, и это, конечно, было такой фактической ошибкой. Хотя мы заметили, что фактических ошибок, связанных с пояснениями, например, на досрочном этапе не было вообще. То есть мы их видели в диагностических работах, но вот пока на досрочном этапе ЕГЭ их не было. Немножко вернемся к, собственно, табличке, в которой идет оценивание вот этого комментария 2. Там мы к ней еще не... Что вот эта фактологическая ошибка, она является фатальной для К2. Да. То есть ее наличие обнуляет, собственно, у нас практически усилия учащегося, да, все баллы учащегося. Факты, это имеется в виду искажение авторского замысла, да. Придание не того смысла вообще вот этим фрагментам текста, да, то есть фактологические ошибки вот прежде всего вот с этим. И там везде написано, есть фактологическая ошибка, нет, и вот наличие, все, 5 баллов превращается в 0. В 0 баллов, да. Везде фактологические ошибки вот эти указаны. Давайте пойдемте дальше. Вот это, наверное, это надо прокомментировать. Ну, мы пока к этой таблице не обращались, мы работали, собственно, с комментарием, и, уважаемые коллеги, мы просим прощения за наложение, но, тем не менее, еще раз озвучу те позиции, которые мы с вами будем учитывать при оценивании. Мы с вами, коллеги, смотрим на количество примеров иллюстраций, при этом помним, что эти примеры иллюстраций действительно иллюстрируют то, как автор раскрывает проблему.
проблему. То есть это не абы какие любые примеры иллюстраций, взятые из текста, это те примеры, которые позволяют проследить путь автора в тот момент, когда он эту проблему раскрывает. Далее мы с вами смотрим на наличие пояснений к примерам, иллюстрациям и понимаем, что ни при приведении примеров, ни при формулировке пояснений учащийся фактических ошибок не допустил. Ну и, наконец, мы смотрим с вами на указание смысловой связи. Важный момент, уважаемые коллеги, мы с вами понимаем, что проблему учащийся может прокомментировать в любой части текста. Вот если логика его размышления предполагает, что сначала ребенок, например, формулирует позицию автора, потом, например, переходит к своей позиции и потом уже мягко, правильно, логически правильно переходит, собственно, к примерам из текста для того, чтобы подтвердить и позицию автора, и свою позицию, тоже опираясь на текст, то в этом случае мы, конечно, комментарии будем видеть во второй части сочинения. И главная наша задача будет проверить с точки зрения критерия К5, насколько логично между собой части сочинения связаны. Итак, уважаемые коллеги, перед вами на слайде таблица пошагового оценивания выполнения задания 27 по критерию К2. И действительно, если мы с вами посмотрим вот как раз на последний столбец, грубые фактические ошибки, мы с вами видим, что если мы оцениваем работу на баллы от 1 до 5, фактических ошибок грубых не должно быть вообще. При этом, уважаемые коллеги, я озвучу позицию специалистов Федерального института педагогических измерений, которые просили нас обращать внимание на следующий вид ошибок. Возможно, что при приведении примеров или при пояснении учащиеся припишут слова одного из героев другому герою. То есть с трудом будут различать, где же все-таки это пока речь, внутренний монолог, например, рассказчика, а где это, собственно, уже речь автора, или, например, перепутают, условно буду говорить, сына и отца, там, одного брата и другого брата. Я прошу прощения за очень примитивные примеры. Но вот в этом случае Ирина Петровна рекомендовала эти ошибки относить к недочетам и считать их в качестве недочетов, которые можно оценить на 0,5 балла, и посмотреть, действительно ли есть еще такой недочет, связанный с тем, что ребенок вообще не различает персонажей анализируемого произведения. Если этот грубый недочет будет повторяться, и дальше мы будем видеть, что учащийся не понимает, кто действующие лица, кому вообще принадлежат эти позиции, которые ребенок приводит в качестве примера, то, конечно, это уже грубое нарушение. Автор не понял текст, ребенок не понял текст и не понял замысел автора. Это будет грубая фактическая ошибка, мы будем, конечно, обнулять в данном случае комментарий. Но если это единичная ошибка, при этом позиция, которая потом комментируется ребенком, действительно комментируется правильно, то есть он представил чье-то утверждение из текста, и это утверждение правильно пояснил, но только перепутал того героя, кому это утверждение принадлежит, то в данном случае это будет 0,5 ошибки, и мы не будем засчитывать. Не рекомендации. Нет, к сожалению, это было просто озвучено, но при этом, уважаемые коллеги, мы все равно смотрим на качество всей работы. Мы смотрим то, насколько дальше ребенок показывает понимание текста. Все равно это одна фактическая ошибка потянет за собой и другие фактические ошибки. Ведь если ребенок уже не понимает, кому принадлежит утверждение, и тем не менее пытается его как-то пояснять, то дальше, скорее всего, что следующая связка у него тоже будет с ошибкой. То есть вы рекомендуете учителям, работающим в школе, экспертам, уже ориентироваться вот на такое разделение, развлечение фактических ошибок на грубые и не грубые. Хотя это об этом нигде не сказано. Нигде не сказано, в критерии это не внесено, просто есть рекомендация по поводу того, чтобы посмотреть, насколько эта фактическая ошибка связана с искажением замысла автора. Вот в этом смысле. Итак, уважаемые коллеги, мы давайте с вами посмотрим на те смысловые связи, которые нам даны в методических рекомендациях, но мы с вами, конечно, понимаем, что эти смысловые связи гораздо более разнообразны, и они зависят от как раз того текста, который будет дан детям. Уважаемые коллеги, мы с вами понимаем также, что эти смысловые связи могут быть нами еще и проанализированы с точки зрения стиля текста. Для стиля текста публицистического и для художественного стиля
деле мы, конечно, понимаем, что здесь бы нужно перечень продолжить, но тем не менее общие такие связи, которые могут быть между частями текста, нами выявлены, здесь указаны. Ну, в частности, мы с вами понимаем, что к подробностям, то есть детализации, могут обратиться дети и при анализе публицистического текста, и при анализе художественного текста. Только одно дело, что в художественном тексте это будут детали образа, портретные детали, или, может быть, детали, которые касаются речевой характеристики. А вот в публицистическом тексте это могут быть подробности того социального явления, которое автор рассматривает. Поэтому говорить с детьми на основе этой таблицы только с помощью этого слова детализация будет недостаточно. Конечно, нам необходимо здесь еще привести примеры для учащихся, чтобы они поняли, что является деталью, детализацией, подробностью в тексте художественном и что является, собственно, деталью в тексте публицистическом. Точно так. Если по типам? И по типам, безусловно, потому что если мы будем говорить о типе текста повествования, то здесь нам будут очень интересные детали, связанные с хронотопом, с временем и местом действия, допустим. Это будет очень важная смысловая деталь, смысловая нагрузка. И в рассуждении мы понимаем с вами, что в данном случае детализировать, например, свою позицию автор будет, предположительно, обращаясь или не обращаясь, например, к другой точке зрения. И в частности, вот в прошлом году у нас как раз был текст Быкова, и он детализировал свою позицию, обращаясь уже к мнению Белинского и Пушкина. Имеется в виду текст, который был посвящен пьесе Грибоедова «Горе от ума». Это и к подтверждению тоже, потому что он подтверждает, но мы можем говорить и о других сносках, которые позволяют нам посмотреть на детали, которые, например, касаются самой мысли автора. Уважаемые коллеги, мы не сможем сейчас разобрать, может быть, все связки, которые у нас здесь перечислены. Но я попрошу сейчас Татьяну Петровну обратиться, может быть, и к другим примерам тоже, которые будут дополнять эту таблицу. Далеко не уходя от этой таблички, скажите, пожалуйста, какие сложности вы прогнозируете, в связи с этим? Я прогнозирую сложность, которая будет связана как раз с тем, какие будут использовать наши учащиеся слова для того, чтобы эту смысловую связь прописать в своем сочинении. Но вот одна из сложностей, она в диагностических работах уже проявилась. Многие учащиеся пишут достаточно простенько. Они говорят о том, что одна часть текста, один пример, дополнен другим примером, и при этом не уточняют, дополняет в чем. Или очень просто указывают, эти примеры противопоставлены, и при этом не уточняют в чем. А здесь тоже есть, к сожалению, поле для допущения фактической ошибки. То есть учащийся может написать, эти примеры аналогичны. Но если в данном случае не показать путь своего размышления и не сказать, а аналогичны, похожи эти примеры в чем, то в данном случае можно, конечно, допустить фактическую ошибку. Даже, наверное, не в чем. А зачем давать аналогичные примеры? Зачем тогда обращаться? Смысловая смесь, это прежде всего смысл. Для чего это автор? Для чего, это в продолжении. Но вот две ошибки здесь будут. Вот одна ошибка, это касается как раз того, какие ребята будут использовать слова для того, чтобы эту смысловую связь, для того, чтобы ее обозначать. Ну и, кроме всего прочего, как они сами будут понимать, почему именно так расположил эти примеры автор в своем тексте. И если он подтверждает, выразив уже какую-то свою мысль, то, наверное, подтверждает это тоже с какой-то целью. То есть здесь получается очень сложная такая мыслительная работа учащихся. Я нахожу пример, я понимаю, как между собой эти примеры связаны, да я ищу и стараюсь объяснить с точки зрения автора текста, понимания его пути, почему так это в тексте представлено. Ну и вот как раз, уважаемые коллеги, здесь я бы обратила внимание на то, что не ждут эксперты, да, впрочем, наверное, и авторы контрольных измерительных материалов не ждут от учащихся того, чтобы они использовали именно эти слова. Мы-то ведь говорим с вами об анализе текста, и мы говорим о том, что в первую очередь с учащимися нужно проговорить то, как автор текст строит. Вот он создал портрет, показал, точнее говоря, портрет, да,
Для чего это было сделано? И дальше он, например, переходит от портрета уже к детализации, например, к уточнению черт личности, которые в этом портрете отражаются. Опять же, для чего-то это автором сделано, этот шаг сделан. Поэтому нам, конечно, нужны те как раз слова, те лексические единицы, которые позволят нам говорить о замысле автора, как бы мы с вами это задание не крутили, но тем не менее нам его понять нужно будет. Поэтому, уважаемые коллеги, конечно, очень шаблонно смотрится, вот я сейчас просто смотрю на позицию 5, определение понятия, да, безусловно, у нас есть определение понятия в публицистических текстах, но и в художественных тоже. Конечно, да, конечно. Поэтому очень шаблонно смотрится, когда ребенок пишет примерно так. В первом абзаце автор дал определение понятия «совесть». И переписывает этот пример, целиком цитирует. Из этого определения я понимаю, и опять целиком переписывает вместо пояснения. И дальше переходит, говорит, это определение аналогично тому, которое, и приводит еще одно определение. Почему? Да потому что автор действительно это определение может уточнять потом в течение всего текста. Но это уже другой ведь ход мысли автора, поэтому здесь нужно говорить о том, каков ход мысли автора. Поэтому, уважаемые коллеги, мы, конечно, на слайде показываем тот пример, который есть в методических рекомендациях, есть с вопросами мысленными, которые можно задать по отношению к тексту, и с теми словами, которые можно использовать в сочинении, но понимаем, что все будет зависеть от текста, и нужно нацелиться на то, чтобы понять текст, что называется, изнутри глазами автора, и понять, как он построен, этот текст. Ну, здесь, конечно, я еще предполагаю, что сложности будут у экспертов. Конечно. Вот если смысловые вот эти мостики будут не перекинуты от, значит, примера к пояснению, да, вот эта вот мостика, смысловая связь как-то не будет обозначена, то есть может так быть, что ребенок скажет, я все написал, эксперт не опознал. Меня не нашли. Он не опознал, да. Поэтому я говорю, что вот важно, чтобы какая-то была структура, которую учитель, ну почему бы и нет, по первому году можно просто так и навязать, да, о том, что где должна быть смысловая связь, как лучше построить вот этот комментарий К2, вот этот абзац, как лучше выстроить. Хотя бы для того, чтобы не потерять то, что там было. Почему нет? Конечно, там нам везде сказано, что ребенок может в любой части, да, но в любой части, вы представляете, как ограничен эксперт во времени, когда он будет в любой части искать все эти части. Ну, в этом смысле мы с вами ведь обратимся еще к слайду, где у нас будет представлено, Татьяна Петровна, будет представлено то, как композиционно это может быть выражено в сочинении. Безусловно, эксперты, которые прошли обучение, они уже эти разные варианты оформления того, где может располагаться пример, где может располагаться пояснение, смысловая связь, обговаривали, но тем не менее еще раз обратить внимание на это уже школьных комиссий, которые сейчас ведут подготовку и сейчас проводят диагностические работы, тоже будет возможно. Все-таки я хотела бы еще раз обратить внимание педагога в основной школе. Согласитесь, вот эти вещи, то, что мы сейчас обговариваем, это все из ОГЭ. То есть у них уже там было дано вот это вот дать примеры иллюстрации, пояснить. Значение этих примеров иллюстраций, но да? Чаще всего, значит, получалось так, что ребенок просто давал некие примеры, не давая пояснения, ни смысловой связи, просто дал пример и получил свои 2 балла. И вот с этим опытом, когда просто дал пример, я вот боюсь, что мы столкнемся на ЕГЭ, когда дети просто дадут примеры, относятся ли к данной теме, как они связаны какой-то смысловой связью, понимаете? Вот я боюсь, что у нас вот такое. Ну, первый год я, например, не жду особенных каких-то случаев. Ну, тем не менее, мы накопим материал для предметного разговора после июня, после того, как пройдет основной этап ЕГЭ. Мы накопим материал, который нам позволит говорить о том, насколько мы в республике понимаем, во-первых, само задание, потому что это еще и вникнуть в задание нужно нам, как учителям, и то, насколько мы понимаем критерии. То есть у нас 2 позиции. Нужно вникнуть в задание, нужно вникнуть в критерии, и нужно посмотреть, что покажет нам этот учебный год по качеству работы. Но вы не против того, чтобы учителя вот этот 3-й столбик на первых порах обучающего характера, да, просто детям говорили, вот давайте мы прямо будем использовать. Да, но мы с вами понимаем, что в этом 3-м столбике очень не хватает все равно привязки к стилям речи и к типам речи. К стилям.
потому что очень шаблонно. И вот так, например, и очень просится, например, деталь какую, укажем детали в чем. То есть здесь все равно просится работа на продолжение. Просто этого перечня будет очень мало без привязки к текстам. Понимаете, чтобы вот было, что данные это действительно подтверждение, это действительно аналогия. То есть вот словесно мостики такие, да. Вот эту связь определить. Может быть, нельзя нюансы все учесть, это понятное дело. И ребенок может это же написать другими словами, да. Конечно, больше проблемы. Я вот, честно говоря, не завидую экспертам этого года. Так, дальше, да? Уважаемые коллеги, мы давайте с вами продолжим. И еще раз оговорюсь, это не все, конечно, смысловые связи, которые возможны между примерами и иллюстрациями. На первых порах мы, конечно, можем разного рода вербальные опоры детям давать, но понимаем, что если мы в тексте видим еще и другие смысловые связи, то вполне возможно с ними поработать. Итак, уважаемые коллеги, сейчас мы с вами обратимся непосредственно к сочинениям, детским сочинениям. Часть сочинений мы взяли из методических рекомендаций, и часть работ – это вот те сочинения, которые использовались при обучении эксперта в этом году, которые прошли уже в марте, и при обучении председателя региональных комиссий. Уважаемые коллеги, перед вами сочинение по тексту Альберта Лиханова. Вы очень легко найдете этот текст Альберта Лиханова в интернет, поэтому посмотрите. А сейчас давайте мы с вами посмотрим, как нам правильно относиться к этой работе, которая оценена на 5 баллов. То есть здесь мы должны увидеть 2 примера иллюстрации, мы должны увидеть пояснение, и мы должны увидеть смысловую связь. Итак, уважаемые коллеги, если в очень свернутом виде мы с вами сейчас посмотрим на алгоритм проверки, то мы прежде всего должны понимать, что эксперт, учитель, который проверяет работу ребенка, прочитывает ее целиком. Мы сейчас с вами видим только фрагмент работы. И этот фрагмент взят только для того, чтобы поработать по критерию К2. На самом деле мы работаем с полным сочинением, с полной работой. Это важно, потому что одно из затруднений учащихся по критерию К1 при формулировке проблемы – это очень широкие. Я вот для себя, прошу прощения за непрофессиональный сленг, но вот для себя я говорю очень осторожные формулировки в первой части текста. То есть, как правило, задает ребенок широкие рамки формулировки проблемы. Но потом при переходе к примерам, пояснениям, собственно, при комментировании, при оформлении позиции автора, при оформлении своей позиции, учащиеся уже, конечно, проблему текста уточняют. Ну, вот в этом тексте сочинения проблема сформулирована сразу правильно, она действительно была экспертом предложена в ключах, и она так и звучала. Это проблема воспитания в ребенке нравственных качеств. И здесь учащийся формулирует следующим образом: кто способен воспитать в ребенке нравственные качества, привить самое лучшее ему, что может быть в человеке. Кого послушает подросток, то есть чьим советом он будет следовать. Иными словами, в данном тексте Лиханов поднимает проблему взаимопонимания, духовной близости педагога и воспитанника. И вот на первый взгляд, да, если бы мы с вами увидели только часть формулировки без уточнений при помощи вопросов, нам бы, может быть, показалось, что учащийся формулирует очень широко вот эту проблему взаимопонимания и духовной близости педагога и воспитанника. Хотя на самом деле действительно в тексте идет речь о том, как воспитывать в ребенке эти нравственные качества. Итак, уважаемые коллеги, согласимся с тем, что здесь проблема сформулирована, и дальше мы с вами давайте посмотрим на те позиции, которые нас интересуют. Уважаемые коллеги, я не знаю, насколько это в практике сложилось у других учителей, но я, например, очень часто прошу у детей проверять свою работу сначала с точки зрения того, насколько мы попали в позицию автора. То есть после проблемы текста посмотреть, насколько проблемный вопрос, который мы задаем, действительно находит ответ, находит отражение в мыслях автора. И вот теперь мы видим, итак, кто способен воспитать в ребенке нравственные качества, а с кем он духовно близок, с кем у него налаживается вот это взаимопонимание. И вот посмотрите на последний абзац, и учащийся пишет: из текста ясно, что человек неравнодушный,
духовно близкий может воспитать в ребенке доброту, сочувствие, ответственность за свои поступки. То есть вот как раз те нравственные качества, которые важны потом и для взрослого человека тоже. Вот это вот один из шагов, который, мне кажется, помогает и детям, и экспертам еще раз посмотреть на то, правильно ли сформулирована проблема. Если мы для себя понимаем, что проблема – это тот вопрос, острый вопрос, который ставит автор, а его позиция – это суть, тот ответ, один из ответов, который возможен по этой проблеме в нашем обществе, то мы в данном случае понимаем, что и проблема, и позиция автора сформулированы верно. Итак, теперь нам нужно найти было в тексте те примеры, которые действительно позволят показать то, как эту проблему взаимопонимания автор рассматривает. Вот синим цветом, уважаемые коллеги, вот здесь как раз показаны те примеры, которые учащийся приводит. Вот они обозначены вот такой скобочкой. Итак, Лиханов начинает рассуждение того, что дает общее описание современной молодежи. Итак, это пример, иллюстрация, который приводит ученик. Общее описание современной молодежи. Какова же эта современная молодежь? Уважаемые коллеги, мы видим, что ученик здесь ссылается на номера предложений, но при этом он еще использует цитирование. И вот здесь, уважаемые коллеги, тоже возможна фактическая ошибка. То есть ребенок может сослаться не на те номера предложений, которые заявил. Вот здесь учащийся заявляет общее описание современной молодежи, и мы проверяем по тексту, действительно ли это предложение с 1 по 3. Ну вот в самом тексте действительно так, поэтому черты вот этой современной молодежи – неподготовленность к взрослой жизни, пассивность, черствость, бездушие – это вот как раз те цитаты, которые есть в предложениях с 1 по 3. Уважаемые коллеги, вот обращу ваше внимание на то, что по-разному может приводить примеры, иллюстрации учащийся. Это цитаты, это элементы пересказа, это отсылка к эпизодам, к фрагментам, это косвенная речь, возможно, и номера предложений, конечно, тоже не возбраняются, но мы с вами понимаем, что они должны быть вплетены в сочинение, в контекст сочинения очень грамотно. Итак, уважаемые коллеги, первый вопрос, первый пример иллюстрации и первый вопрос, который у учащегося задается, формулируются они в данном случае правильны. Итак, откуда берется этот вопрос? Отвечая на этот вопрос, Лиханов убеждает читателя в том, что ни жизненные невзгоды, ни дорогие подарки и престижные школы не смогут развить лучшие нравственные качества. Итак, в данном случае мы с вами видим, что учащийся обрамляет вот этот вот пример, 15-13 предложение, он обрамляет пояснением. Итак, ни невзгоды, ни подарки, ни престижные школы не могут развить нравственные качества, и только близкие люди, они могут как раз развить в маленьком человеке, сформировать в нем доброту, сочувствие по отношению сначала к родным людям, а потом и к другим людям тоже. Уважаемые коллеги, обращу ваше внимание как раз на то, что здесь пояснение становится такой рамкой для того, чтобы внести и примеры иллюстрации тоже. Уважаемые коллеги, мы видим, что примеров иллюстраций здесь больше двух, но тем не менее все эти примеры подводят и самого пишущего к тому, кто же все-таки формирует другие хорошие качества. Вот на первый взгляд, вот первый пример иллюстрации, кажется, что он, может быть, к проблеме автора имеет опосредованное отношение. Но на самом деле, коллеги, ребенок так строит свое сочинение. Вот эти качества, неподготовленность, пассивность, черствость, бездушие, они противопоставлены другим качествам – доброте и сочувствию. Поэтому первый пример, коллеги, он в контексте размышления ребенка очень важен и очень нужен. Поэтому и мы его тоже принимаем. Ну вот таким образом у меня получилось насчитать как минимум 3 примера иллюстраций, которые здесь нужны для того, чтобы показать, кто же все-таки формирует в ребенке эти нравственные качества. Ну и пояснения мы с вами тоже видим. Они непосредственно внесены в те же предложения, в которых у нас находятся примеры иллюстрации. А теперь, уважаемые коллеги, посмотрите, пожалуйста, на то, как здесь оформлена смысловая связь. Во-первых, эта смысловая связь оформлена даже через обозначение типа речи, которого придерживается автор. Автор начинает рассуждение
задает вопрос, отвечает на него. И мы с вами понимаем, что в принципе в рассуждении, особенно в публицистических текстах, это возможно. Поэтому вот она смысловая связь. Автор задает вопрос, но не оставляет его без ответа. Он отвечает, при этом не просто отвечает, Лиханов убеждает читателей, а дальше уже приводит примеры в подтверждение. Мы здесь видим эту смысловую связь вопросно-ответную, и мы видим еще здесь смысловую связь, которую можно считать подтверждением. Автор в подтверждении своего ответа еще приводит примеры. Поэтому вот она, эта смысловая связь обозначена, причем она обозначена дважды. Она обозначена между первым и вторым примером, и между этими пояснениями, и обозначена между вторым и третьим примером иллюстрации. Конечно, никто не говорит о том, что такие идеальные работы мы с вами будем видеть непосредственно в момент написания единого государственного экзамена, но это возможно. Возможно, что учащийся будет располагать обозначение смысловой связи между примерами иллюстрациями, после примеров иллюстраций, перед примерами иллюстраций. То есть здесь возможны разные формы построения текста, насколько это учащемуся будет по силам. Но здесь, коллеги, обращаю ваше внимание в первую очередь на то, что подчеркнуто синим жирным цветом. Вы здесь видите то, как обозначена смысловая связь между частями текста, между примерами в этой работе, в этом сочинении. Я еще хотела бы уточнить, да, то есть мы действуем как эксперты, да, учитель в школе, что если у него несколько примеров, несколько пояснений могут быть удачными, неудачными, то есть мы не наказываем за неудачный пример, за неудачное пояснение, да, мы только засчитываем те, которые как раз к этой проблеме относятся. А остальные, ну вот тут получается такой момент, который как ошибка назван. Если он взял какие-то примеры, какие-то пояснения, мы их не засчитали, то у него, значит, проблема это теперь не полностью прокомментировано. Такое возможно и такое. То есть могут быть самые разные варианты, потому что мы ведь не знаем, почему ребенок решил, например, большая часть работы все-таки ориентирована на два примера. Редко ведь когда будет, что ребенок будет ориентирован еще на какой-то пример, потому что понимаем в данном случае, что будут возникать логические ошибки, будут возникать фактические ошибки, будет уход от основной проблемы, которую учащийся уже обозначил. Но здесь все примеры, они соответствуют проблеме, они позволяют эту проблему действительно раскрыть не только автору это безусловно, но и самому пишущему тоже. Поэтому, коллеги, безусловно, это сочинение на 5 баллов. Ну, примеров может быть и больше, чем 2. Может быть, но здесь тоже нужно понимать, почему такое количество примеров учащийся будет приводить. Вот здесь количество примеров обосновано логикой замыслов самого пишущего. Хотел сначала ребенок показать те черты, которыми обладает современная молодежь, потом те черты, которые хотелось бы развить в молодых людях, а потом уже и то, кто, собственно, эти черты-то воспитывает. То есть учащийся такой коммуникативный замысел для себя выстроил в работе, поэтому у него все эти примеры обоснованы его замыслом. Как бы сначала сравнил эти черты, а потом показал, собственно, в какой среде эти черты могут сформироваться. Уважаемые коллеги, эксперт должен будет уловить логику самого пишущего, конечно. Коммуникативный замысел. Ну а если, предположим, у эксперта будет, ну, скажем, иное совершенно представление о том, какие части текста сюда к этой проблеме подходят. Уважаемые коллеги, мы ведь с вами ориентируемся не на то, какие эксперт бы привел примеры, а на то, насколько убедительно ученик доказал, что эти примеры тоже важны для раскрытия проблемы. Потому что мы понимаем, что нам тексты дают не такого уж большого объема, мы все так или иначе будем работать с одними и теми же примерами, но здесь пояснения к нашим примерам позволяют как раз и говорить о том, почему этот пример мы считаем важным. При этом мы помним, что по критериям эксперт не оценивает
позицию, собственно, ребенка с точки зрения, ну, такой нравственной или моральной зрелости. Нет, Он ведь оценивает... Я не об этом. То есть, то насколько... положим структурный текст, да, четко выделяются смысловые части, да, и ребенок увидел вот одну смысловую часть, а вторую вообще игнорировал. А она важна для понимания данной проблемы. Но при этом он ведь привел какие-то два примера, которые тоже доказал, что они подходят. Текст, имеющий отношение к данной проблеме, не освещен. Больше другая часть, допустим, текста, да? Да. Но при этом ведь у нас критерии... Но к этой проблеме имеющей прямое отношение. Безусловно, но при этом ведь в критериях у нас не говорится о том, какие именно, вот у нас в ключах, точнее говоря, не говорится о том... сказано, имеющее отношение к данной проблеме. И оно здесь имеет отношение, но не прокомментировано. Но еще раз, по-другому, если посмотрим, у нас ведь, слава богу, у нас нет в ключах тех примеров, которые ребенок обязан прям привести, нет такой жесткой вот привязки. Тогда, вот вы раньше, часов 8 до утра получаете ключи, да? Как вы думаете, эксперты должны примерно представить себе, обсудить? У нас всегда идет обсуждение перед тем, перед тем, как идет обсуждение, и если вот по опыту прошлых лет мы обсуждали только ключи проблемы, понимали, что здесь еще есть проблемы, которые возможны в работах учащихся, и их нужно принять. И мы обсуждали возможные варианты еще и позиции автора, и их тоже нужно принять, то в этом году, безусловно, нужно будет еще и обсуждать те проблемы, которые возможны. Нет, не проблема, а именно смысловые части, примеры, да, неправильно, примеры, которые будут, смысловые части, примеры, которые учащиеся будут приводить. То есть мы будем обсуждать еще и смысловые части, которые будет ребенок приводить. Но все равно, Татьяна Петровна, мне кажется, если учащийся действительно научен анализировать этот текст, то и примеры-то он будет приводить из текста, те, которые раскрывают проблему. Хотелось бы, конечно. Потому что иначе другие примеры его будут уводить ведь от проблемы вообще. К другой будут проблемы вводить. Ладно, из других частей. Дальше. Уважаемые коллеги, еще один пример, и это пример из методических рекомендаций, на которые мы сегодня ссылаемся и которые уже размещены на сайте ФИПИ, уважаемые коллеги, и вы их можете закачать, проанализировать еще раз со своими коллегами и с учащимися те примеры, которые будут на другие баллы. Мы сегодня останавливаемся пока на тех работах, которые заслуживают высокой оценки, то есть 5-бальные работы. Уважаемые коллеги, вот здесь посмотрите, пожалуйста, светлым синим цветом, голубоватым выделены примеры, выделены пояснения, и, к сожалению, часть работы у нас ушла сейчас за... Почему-то. Да, непосредственно с презентации. Да, все ушло куда-то. Поэтому мы сейчас попробуем... Ничего страшного, мы сейчас да. попробуем вот так вот сжать, но тогда, к сожалению, у нас... Нет, мы сожмем, и у нас просто часть вот этих вот наших комментариев уйдет, но ничего страшного. Уважаемые коллеги, итак, посмотрите, пожалуйста, еще на один пример. Текст автора Бражина. Итак, уважаемые коллеги, в этом тексте речь шла о том, насколько нам важно вот во время военных действий сохранить не только тягу к искусству, не только особое отношение к искусству, а как нам понять роль искусства во время войны и, собственно, роль творческих людей, которые волею случая или не случая тоже попадают на поле боевых действий и тоже участвуют в боевых действиях. Итак, уважаемые коллеги, посмотрите, пожалуйста, на то, что сейчас выделено фиолетовым цветом. Вот это вот как раз та смысловая связь, которая учащимся обозначена. И эта смысловая связь, она начинается уже перед примерами и даже перед позицией автора. Вот в первом абзаце была обозначена проблема, и дальше, раскрывая проблему, автор опровергает истинность пословицы. Вот это та смысловая связь, которая уже была найдена учащимся абсолютно правильно между этими частями текста. Ну и дальше посмотрите. Бражин говорит: плохи те музы, которые в дни великих народных бедствий могут молчать. По мнению автора, всегда были творческие люди, которые непосредственно участвовали в боевых действиях, и имеется в виду, что они участвовали не только
вооружившись, имея оружие, но еще и непосредственно занимаясь творчеством. Уважаемые коллеги, на самом деле можно было бы обозначить, наверное, уже из первого предложения начало позиции автора, но тем не менее мы видим вот такой тип построения сочинения. Сначала, после формулировки проблемы, учащийся обозначает позицию автора. Ну и дальше переходит ученик к первому примеру. В качестве первого примера он приводит историю создателя слова о полку Игореве и использует тоже небольшое цитирование. Дальше посмотрите. Ребенок сразу переходит ко второму примеру. Ему так важно, логично перейти. Продолжая систему аргументов, автор говорит о традициях певцов-воинов, и он упоминает вот как раз поэта Давыдова и потом поэтов и прозаиков Великой Отечественной войны. Ну и, наконец, посмотрите, пожалуйста, на то пояснение, которое нам сейчас пока не полностью видно, но, тем не менее, уважаемые коллеги, обратите внимание, сначала смысловая связь, потом между примерами тоже есть смысловая связь. Кроме всего прочего, обратите внимание, когда переходит от позиции автора к примеру ребенок, тоже есть смысловая связь, подтверждение точки зрения. То есть автор не просто строит текст, он строит для того, чтобы подтвердить свою позицию. Подтверждение точки зрения здесь тоже можно выделить в качестве смысловой связи. Ну и, наконец, уважаемые коллеги, пояснение, которое располагается между примерами и иллюстрациями, после примера иллюстрации, прошу прощения, оно относится и к первому примеру, и ко второму примеру. Вот это я, когда рассматривала этот вариант, я подумала, они всякие увидят. Не всякие увидят, но мы будем учиться, мы будем стараться, потому что наша задача, учителей и экспертов, все-таки такую работу найти, уважаемые коллеги, согласимся с тем, что это все-таки работа достаточно подготовленного ученика. Он понимает, что делает ученик в этой работе. Эта работа висит много лет, одна и та же. Ну, понятно, с одной стороны, но тем не менее, если к ней все время обращаются, то, видимо, ее считают эталонной. Поэтому и мы к ней будем обращаться. Мы понимаем, что и примеры, которые по тексту Михалкова, они десятилетиям уже висят, не просто много лет. Но, тем не менее, уважаемые коллеги, на что нас нацеливают тоже специалисты ФИПИ, когда составляют свои методические рекомендации? Они нацеливают на то, чтобы мы все-таки поняли коммуникативный замысел ученика, не ждали каких-то шаблонов, каких-то клише, а работали с сочинением ребенка как с тем замыслом, который родился непосредственно в момент написания этого сочинения. Поэтому здесь, насколько нам понятно, пояснение вот как раз относится к обоим примерам. Так, и музы, и что там еще, перо, и, к сожалению, съедено. Что там продолжение? То есть в одном пояснении даны пояснения, к примеру, первому и к примеру второму. Вот и это надо было просто увидеть. Увидеть, и это будет сложностью. Это и сейчас является сложностью. И главное, чтобы это не стало... Ну вот опять же, простите, тем штампом, который мы сейчас будем детям навязывать и говорить: ребята, давайте строить так. А на самом деле ученик, конечно, по тексту, потому насколько ему текст будет понятен, должен будет сориентироваться. Легче ему сейчас прокомментировать первый пример, пояснить его и потом перейти ко второму, или же оба примера соединены. Это ведь еще и путь ребенка. Вот здесь учащийся считает, что закономерно считает, что эти примеры между собой соединены, и по смыслу их комментируют вместе. Уважаемые коллеги, посмотрим еще одну работу, тоже на 5 баллов. Я прошу прощения, мне нужно будет тоже немножечко уменьшить здесь шрифт. Уважаемые коллеги, мы с вами видим сочинение по тексту Михалкова, и мы с вами знаем, что к этому тексту нас специалисты ФИПИ отсылают очень часто. Ну и давайте мы с вами посмотрим тоже на то, что у нас есть в этом тексте. Итак, уважаемые коллеги, мы видим примеры иллюстрации. Согласимся с тем, что проблема была сформулирована правильно, она здесь просто не приведена. Итак, очень такой простой пример. Писатель Михалков говорит о том, что дети перестают читать хорошие книги. По сути, констатация того факта, который у нас в этом тексте был заявлен. Дальше посмотрите, пожалуйста, на пояснение, которое выделено красным цветом. Я его целиком зачитывать не буду. Конечно, пояснение в какой-то степени синонимично пересказывает текст. Это правда, это действительно так. Но, тем не менее, уважаемые коллеги, вот если сравнивать, а у нас с вами накопилось уже много работ по тексту Михалкова, мы с вами понимаем, что, по сути, уже в тексте выражено
выражены те идеи, которые ребенок разделяет. И поэтому, видимо, его... Очень по тонкому мостику. Очень тонко. Но и его, вот на что хочу обратить внимание, и жизненный опыт ребенка, и словарный запас ребенка в данном случае, наверное, не позволяет как-то по-другому говорить о том, что же развивают, собственно, хорошие книги. Они действительно развивают духовный мир ребенка. Давайте чуть-чуть вернемся. Итак, значит, примером является фраза «говорит о том, что дети перестают читать хорошие книги». Ну вот судя по тому, что нам дано в этих методических рекомендациях, только это мы с вами можем засчитать за первый пример в данном я бы, например, случае. как замечание бы сказала, что, во-первых, не процитировать, нету цитаты, отсылки на предложение нет. Отсылка есть, но вот эксперту, например, искать, где сказал это автор, будет сложно. Поэтому мы рекомендуем все-таки цитирование. Либо цитировать. Указание предложения. Прошу прощения, что перебила. Мы имеем в виду под отсылкой к предложению и... Не только вот это вот говорит, да, уж если уж совсем подкреплять, это возможно номера предложений. Мы видим очень много работ, методических рекомендаций, когда есть ссылка к номеру предложения, но опять же, это не очень, может быть, смотрится в самой работе, да, в контексте работы. Не смотрится, но эксперт должен найти. Чтобы найти, то да. Работа, то другой текст, понимаете, это сложно. А потом все-таки мы предполагаем, что пояснения – это идут его собственные пояснения. Хотелось бы. Если он использует пояснение автора, то здесь легко сказать, что, извините, это не ваше пояснение, это пояснение самого Михалкова. И вот не засчитать это пояснение, потому что у него целиком вот взято оттуда. Эти, да, к сожалению, вот эти, да, пересказ идет, конечно, мысли автора. Чисто идет пересказ мыслей автора, но тем не менее, это ведь работа на 5 баллов оценена в методических рекомендациях. Да. И мы с вами вот сейчас вот только эту интерпретацию для себя пытаемся принять, коллеги. И получается, что внутри этого пояснения находятся все равно фрагменты текста. И вот эту часть, которая выделена тоже светлым, голубым таким цветом, автор текста называет их, то есть называет тех классиков, да, тех классиков, ту мировую классику тоже, к которой мы можем обратиться. И дальше смотрите, пожалуйста, именно с помощью такой литературы человек может научиться размышлять, оценивать поступки других людей, сформировать собственные нравственные ориентиры. Как вы думаете, чьи это слова? Это ведь в большей степени тоже перепевы, к сожалению, из авторской. Все-таки я думаю, что ФИПИ это ФИПИ, а мы должны рекомендовать учащимся, чтобы они использовали свой жизненный опыт, то есть представляли свое осмысление того, свое осмысление того, что для них читать хорошие книги и что для них эта литература. Не что для них. А как они поняли, почему этот пример? Они поясняют, для чего он это сказал. Я к позиции, к сожалению, к обоснованию, к четвертому уже далеко шагнула. Уважаемые коллеги, в данном случае мы говорим о том, чтобы ученик понимал, для чего понадобились эти примеры Сергею Михалкову в этом тексте. Говорит, что дети перестают читать хорошие книги, то зачем он это сказал? Вот это имеется в виду пояснение. И вот видите, когда читала эти рекомендации ФИПИ, я, честно кажется, спорная работа. Очень спорная, кажется, эта работа. Да. Более того, уважаемые коллеги, вот здесь этот текст, извините нас за критику, но тем не менее этот текст покрашен нами непосредственно, но ведь в комментариях специалистов ФИПИ мы не видим, куда они нас отсылают, где здесь пример и где здесь пояснение. Внизу, в сносках внизу, но непосредственно не в самом тексте. Внизу только, к сожалению. Уважаемые коллеги, теперь посмотрите, пожалуйста, на те смысловые связи, которые здесь обозначены фиолетовым цветом. И, Татьяна Петровна, не знаю, согласитесь, не согласитесь, я для себя обозначила здесь смысловую связь как целая часть. То есть у нас есть особая роль художественной литературы, и вот как часть вот в этой роли то, что с этой литературой, с художественной литературой важно бы познакомиться в детстве, в тот момент, когда закладывается у нас вот как раз духовный мир ребенка. Не соглашусь. Не соглашайтесь, хорошо. Соглашусь. Но в данном случае вот какую-то другую смысловую связь, я имею в виду именно по этому сочинению,
Я не нашла, где еще бы она могла бы быть обозначена, эта смысловая связь. Поэтому, коллеги, честно поделюсь и своим впечатлением по этому сочинению. Мне его проверять было на 5 баллов очень сложно. Потому что, извините, но озвучу свою позицию. Я здесь вижу 2 примера. Как примеры они полноценные. А с точки зрения того, чтобы научить пояснять, мы давайте будем говорить о том, что это сочинение было написано еще не по тому заданию, которое у нас сейчас в формате 2019 года, поэтому несколько, наверное, нерационально его, чуть-чуть как будто притянуто да, за уши. нерационально его сейчас оценивать по критериям 2019 года. И тем не менее, коллеги, мы обращаем ваше внимание на эту сложную работу, и мы высказали с Татьяной Петровной свою позицию по отношению к этой работе по критериям 2019 года. Она получается очень такая натянутая. Понять логику все-таки экспертов ХИПИ, которые писали данные рекомендации. То есть все-таки это люди более опытные, наверное, чем мы, да. И я все хотела понять, почему они это сделали. Они, конечно, всегда на стороне ребенка, это ясно, да. Но тем не менее, вот, конечно, вот что-то внутри сопротивляется, вот этот красный или какой алый цвет, да, все-таки засчитать, что это пояснение ребенка. Я бы вот сопротивлялась. И мы говорим о том, что вот в отличие от предыдущих примеров, которые мы разбирали, этот пример мы бы, наверное, не рекомендовали для того, чтобы его показывать как пример. Да. Вот раз в рекомендациях есть, мы не можем мимо пройти, правильно? Хорошо, давайте пойдем дальше. Итак, уважаемые коллеги, Татьяна Петровна, не будете пояснять по поводу смысловой связи? Вот как вы видите эту смысловую связь вот в этом сочинении? Так, у меня просто там на презентации. Ага, хорошо. Уважаемые коллеги, вот если позволите, мы сначала перейдем, мы не сначала, а мы далее перейдем с вами к критерию К4, и вы здесь тоже видите позиции оценивания, уважаемые коллеги, и посмотрите, пожалуйста, немножко съехали подчеркивания, но тем не менее, посмотрите, пожалуйста, несмотря на то, что вот у нас обозначен балл 0, но в этом балле, в отличие от первого балла, отмечена очень важная мысль. При выражении позиции по проблеме исходного текста, отношения к позиции автора по проблеме исходного текста, мы должны увидеть размышления учащегося. Не просто констатацию, не просто выразил, согласившись, не согласившись, а размышлял, то есть включился в размышление и обосновал. Вот мне видятся здесь 2 позиции. Выразил свое отношение и обосновал, а обосновать можно только представляя свой ход мыслей. То есть это все равно должен быть некий ход мыслей. Тут даже такой прагматичный подход, если я вот дети сказали, а как мы теперь 150 слов наберем? То есть я написал проблему, комментарий никогда писал и писать не буду, напишу авторскую позицию, 2 предложения по К4, и у меня даже 70 слов не наберется. Конечно, вот не поэтому наберется. Нужно вот показать детям, где они вот этот толстый слой шоколада, так сказать, да, где они могут брать объем. Вот в К2 и в К4. Верно? Верно-то верно, только я бы обратила внимание все равно, уважаемые коллеги, на то, что все-таки формулировка задания больше ориентирует на то, что при работе по критериям К1, К2, К3 учащиеся анализируют текст. Это все-таки большая часть сочинения по тексту в формате 2019 года. К сожалению, те работы, в которых учащиеся уповают только на объем слов по К4, они смотрятся с точки зрения логики очень и очень искусственными, потому что учащиеся не столько формулируют свое отношение к позиции автора, сколько в логике 2018, 2017, 2016 годов пытаются привести примеры по проблеме. И так и пишут, вот на досрочном экзамене как раз эта проблема и высветилась. Набирая количество слов, дети так и пишут: теперь приведу жизненный пример к проблеме. А мы говорим об отношении к позиции автора. То есть я выразил свое отношение к позиции автора, согласился в чем? И не знаю, Татьяна Петровна, поддержите или не поддержите, вот я согласился в чем или не согласился в чем, или частично согласился в чем с автором и почему. То есть 2 ключевых вопроса задает учащийся, когда пишет эту часть текста. В чем и почему? Потому что вот этот вот формальный показатель, который у нас всегда был, я согласен с автором, и сразу пошел какой-то литературный аргумент, мы вот в этом году и будем снимать вот как раз этой позиции. В чем я согласен конкретно и почему я согласен. А дальше уже пойдут мои размышления, которые подтвердят.
Почему же я согласен с автором? Объем важная вещь, вы же понимаете. Конечно, объем, не будет потом второй части, второй части баллов не будет. Но, тем не менее, уважаемые коллеги, и в тот момент, когда мы будем говорить с ребятами о том, что здесь они могут набрать количество слов, мы должны ориентировать их на критерии, на задания. То есть не объем ради объема, а в соответствии с формулировкой. Уважаемые коллеги, здесь очень кратко давайте мы с вами еще раз пройдемся по поводу того, что обоснование предполагает, что мы подкрепляем доказательствами, мы приводим убедительные аргументы. Доказательства – это аргументы, но не примеры. Тут у нас уже давно пример и аргумент одно и то же. Да, а на самом деле мы их разводим. Уважаемые коллеги, посмотрите, пожалуйста, тоже очень тезисно по поводу того, к чему может обратиться учащийся. Мы, безусловно, понимаем, что он может обращаться, и мы это видели в большом количестве на досрочном этапе, он может обращаться к авторитетному мнению. Очень многие начали сейчас использовать этот элемент, и если этот элемент грамотно встроен в работу, почему бы и нет? Уважаемые коллеги, конечно, дети могут обращаться к традициям, то есть говорить о том, что вот такое поведение, оно традиционно для русского менталитета или для русского общества. Уважаемые коллеги, они, конечно, могут прогнозировать, предполагать последствия наших с вами поступков. И, коллеги, я тоже чуть уменьшу. В данном случае, если у нас получится шрифт, для того, чтобы вы видели концовку этого слайда. Уважаемые коллеги, кроме всего прочего, мы с вами понимаем, что учащийся может обратиться и к, собственно, знаниям из других наук, если у него, конечно, это получится. Он может обратиться к культурному фону или к историческому. Он может ссылаться на конкретные реальные факты, но мы с вами понимаем, что при обращении к научной ли области, культурной области или, может быть, к истории возможны фактические ошибки. И вот, уважаемые коллеги, я прогнозирую, что если в предыдущие этапы проверки мы в основном фактически ошибки проверяли по литературному аргументу и реже по жизненному. То есть мы смотрели, действительно ли есть такой автор, есть такое произведение, есть такой сюжет, есть такие герои, и есть такая тематика, есть такая проблематика в этом произведении, то в этом году мы, наверное, в большей степени будем проверять фактические ошибки, связанные с фактами, с событиями, к которым будет апеллировать учащийся, и говорить о том, что он согласен с позицией автора в чем-то, потому что подобные факты он наблюдает, и он будет приводить примеры, например, с опорой на те факты из социальной жизни, которые они изучали, например, в курсе. Да, может и не приводить, но тем не менее прогнозирую, что может быть в фактических ошибках по критерию К12. Уважаемые коллеги, при этом мы с вами понимаем, что умозаключения учащегося могут быть достаточными, и он может вообще не обращаться ни к личному, ни к читательскому, ни к научному, ни к историческому, ни к экспериментальному, ни к исследовательскому опыту, может не обращаться к этим примерам. Это не является требованием этого года. Главное, чтобы, обосновывая это свое мнение, он опять же не оперировал обоснованиями автора или героев. То есть, возможно, особенно в публицистическом тексте, где мы явно будем видеть несколько утверждений, несколько позиций, возможно, что ученик будет приписывать себе эту позицию. Коллеги, одно дело, когда он будет вступать в диалог либо с героем, либо с автором, и уместно употреблять эти цитаты и говорить, что вот «а я…» и по-другому, допустим, или наоборот так же, но все равно приводить свое умозаключение, свое рассуждение. Но другое дело, когда ребенок будет просто приписывать, и тогда мы должны будем смотреть. Я согласен, и еще раз пересказывать, но это не, но это не есть обоснование, это просто повтор, конечно. Итак, уважаемые коллеги, вот здесь мы назвали типичные проблемы, с которыми будут сталкиваться учащиеся, но здесь же будут и типичные ошибки, которые будут видеть наши коллеги, то есть учителя. То есть мы, возможно, будем сталкиваться с трудностью экспертов в том, что они будут засчитывать за обоснование просто еще раз пересказ авторской позиции или позиции кого-то из героев или кого-то, кого упоминает непосредственно автор текста. Ну и кроме всего прочего, вот наиболее частотная ошибка, которая встречается при переходе к позиции автора, и, кстати говоря, она и была.
которую мы обсуждали с вами, уважаемые коллеги, это вот ошибка, связанная с тем, что позиция автора сформулирована по другой проблеме, а значит и обоснование пошло по другой проблеме. И тогда вторая часть сочинения, к сожалению, не будет иметь никакого отношения к первой части, потому что в первой части учащийся доказывал, разбирал одну проблему, приводил примеры и иллюстрации по одной проблеме, находил смысловые связи между примерами и иллюстрациями, которые он привел по одной проблеме, а потом, к сожалению, перешел совершенно на другую проблему. Вот на это нужно еще раз обратить внимание учащихся, потому что и на досрочном этапе, и в диагностических работах это была наиболее частотная ошибка. Здесь могло быть и так: одна проблема, авторская позиция по другой проблеме. И разнобой совершенно. К4 по третьей проблеме. Такие работы тоже были. Да. Особенно они были связаны, коллеги, вот обращаю ваше внимание, нам достаточно часто дают тексты, которые построены в жанре портретного очерка. И вот как раз был текст у нас на диагностической работе, который был посвящен образу настоящего учителя. И ребята формулировали проблему роли настоящего учителя. Это главное было там. Да. Уважаемые коллеги, это текст Федора Абрамова. Вы его легко найдете в сети интернет, можете поработать. И вот дети правильно формулировали проблему, но не только приводя примеры, а в большей степени поясняя примеры. Вот как раз дети вот эту роль-то не могли определить. Почему? Потому что примеры уходили в проблему качеств настоящего учителя. Это знание, это достоинство, это вот как раз особое отношение к детям. То есть примеры уходили вот в эту область, к другой проблеме, к другой формулировке, и, соответственно, позиция автора тоже уходила не к определению роли, хотя роль здесь очень четко была заявлена. Это главная сложность, потому что текст единый, он целостный, проблемы все вот переплетены, но тем не менее настолько между ними тонкая грань, что легко, не то что ребенок, учитель легко. Но тем не менее были исключительные образцы работы и учителя, и учащихся, я здесь роль учителя ни в коем случае не умаляю, в которых дети, обращаясь даже к этим, казалось бы, таким уже привычным примерам, потому что после 25-й работы понимаю, что уже как бы эти примеры-то много-много раз были упомянуты, но тем не менее дети, обращаясь к этим же примерам, говорили о том, что да, эти детали во внешнем виде учителя выделяет Абрамов, потому что именно внешний вид становился для детей примером, и роль учителя в том, чтобы быть вот тем примером, который... Вас отпустить, теперь точно не отпущу. Хорошо. Уважаемые коллеги, если позволите, мы перескочили, прошу прощения, мы давайте с вами обратимся все-таки к примерам, и мы тоже, уважаемые коллеги, посмотрим здесь только работы, которые получили баллы. Итак, уважаемые коллеги, вот, например, одна из работ. Давайте будем говорить о том, что ребенок правильно обозначил проблему, правильно обозначил позицию автора, правильно прокомментировал, и здесь у нас только фрагмент. Итак, уважаемые коллеги, давайте посмотрим с точки зрения двух позиций. Первая, в чем согласен, и вторая, почему согласен. Итак, с позиции автора сложно не согласиться. В чем? Роль творческих людей в военные или просто тяжелые годы для народа очень велика. Почему творческие люди создают произведения, которые помогают людям выжить и победить? По сути, мы видим даже в этой части, вот, Татьяна Петровна, как вы к этому отнесетесь? Даже в этой части, в первом абзаце, мы видим обоснование, то есть ребенок понимает, в чем он. Почему? В чем? Да, совершенно верно. Но учащийся решил еще привести, собственно, пример, на что имеет, конечно, право. Но еще раз оговорюсь, уже и в первом абзаце мы понимаем, что обоснование есть. И тем не менее, учащийся приводит пример о тех поэтах и писателях, которые не вернулись, которые с Великой Отечественной войны, прошу прощения, которые стали героями Советского Союза. Мы можем их стихи найти, и эти стихи поражают своим лиризмом и верой в победу. Связываем эти примеры с аргументом, который, собственно, у нас есть. Да, эти стихи помогали людям выжить и победить. То есть здесь этот пример уместен, коммуникативный замысел ребенка не нарушен. И мы с вами этот пример, конечно,
поддерживаем ребенка, то есть он научен приводить примеры. Ну и дальше, смотрите, пожалуйста, продолжает свое размышление ребенок и задает сам себе вопрос, чем дороги нам сегодня произведения этих поэтов и писателей, павших на войне. Они еще раз напоминают о том, что нельзя решить споры между государствами путем войны, путем применения силы, но главное, эти произведения поражают верой в правоту и мужество людей, защищавших свою землю. Уважаемые коллеги, вот даже если мы с вами вот второй абзац изымем из этой работы, я хочу договорить, да? Даже если мы изымем, собственно, пример, и даже если вот это очень лирическое размышление ребенка, которое есть еще и в третьем абзаце, по сути, нам этот абзац, первый абзац, позволяет поставить 1 балл. Коллеги, и здесь дело не в объеме, а дело в том, что учащийся правильно выполнил свою коммуникативную задачу в соответствии с заданием и с критериями оценивания. Он говорит, в чем он согласен, и говорит, не допуская фактических ошибок в данном случае, действительно присоединяясь к позиции автора, которая в свою очередь связана с проблемой, а проблема в свою очередь связана с теми примерами и с теми смысловыми связями, которые учащийся нашел. И поэтому, вот, если честно, по этой работе очень бы хотелось вообще посмотреть целиком сочинение, потому что чувствуется, что ребенок готов к написанию, писать, да. умеет рассуждать. Вот в этом смысле. Коллеги, еще раз обращаю внимание вот на эту работу. Достаточно первого абзаца не по объему, по качеству выполнения задания. Ребенок свою частную задачу по критерию К4 выполнил. Другое дело, что сама логика, вот сказал, да, любой тезис как бы требует. Хочется, да, его подтвердить примерами, но и опять же, здесь вот эти 2 абзаца, они оба, в принципе, играют роль таких примеров, хотя вот третий абзац, он больше, конечно, играет роль еще продолжения рассуждения. Вот, первые 2. Да. Ну и третий нам здесь не мешает. Нет, он не мешает. Да. Но имеется в виду все-таки, чтобы учителя, когда будут проверять пробные детские работы, диагностические работы, чтобы они все-таки понимали, что главное, что он должен здесь аргумент дать, пусть один, здесь у нас не считают аргументы, да, аргумент в пользу согласия, несогласия с позицией автора. Здесь есть вот ведь именно творчество, вот. Да. И поэтому все. Аргумент сформулировать, а пример при этом, если аргумент он должен быть полновесным, не просто если, простите, это оговорка, конечно, а он уже полновесный, то пример здесь, в принципе, и будет. Просится, конечно, пример. Просится. Мы бы хотели примеры, да, мы бы хотели, чтобы все-таки это было такое речь лилась, да, вещь, да, чтобы все-таки мысль жила. Ну, и опять же, если все-таки ребенок чувствует, что у него объем не добирается, то есть он проверил свою работу и увидел, да, почему бы ему здесь немножко не продолжить, чтобы не потерять баллы за речевое оформление за грамоту. Ну, другое дело, здесь пример какой качественный, а мы можем столкнуться еще и с тем, что и примеры могут быть не очень качественными с этой точки зрения. Нормально количество слов набрано, эксперт будет проверять. Уважаемые коллеги, еще один пример, и тоже на высший балл, а у нас высший балл в этом году по К4 только 1 балл. Это сочинение по тексту Розова, и тоже, безусловно, проблема была засчитана, мы не знаем, какие там были примеры, но мы проверяем только по К4. Итак, Розов четко доказывает свою позицию, вот здесь на грани, конечно, этики, уважаемые коллеги, я сама выступаю против такого шаблона, потому что если бы, извините, пожалуйста, автор не четко доказывал свою позицию, нам бы текст для анализа не дали. Поэтому не давайте детям такие формулировки, потому что это как-то принижает все-таки достоинство автора. То есть я, 17-летний, имею право сказать, что тот, который уже прожил жизнь, который имеет уже имя в этом культурном обществе, четко доказывает свою позицию. Мы не критики, я каждый раз вот детям говорю, мы не с позиции критиков, мы не критикуем, не даем рецензию на это произведение. Поэтому автор, безусловно, четко доказывает свою позицию, но обращаю ваше внимание на этот штамп. Приводя примеры из собственной жизни, я также являюсь приверженцем позитивного восприятия жизни. Речь в этом тексте, кстати говоря, коллеги, идет о счастье в этом тексте Розова. Татьяна Петровна. Я просто хорошо помню эти тексты, потому что они раньше рассматривались как К4, где 3 балла было. Да, конечно. Ну вот, коллеги, посмотрим. Итак, я также являюсь приверженцем, и это уже
мы видим, ребенок присоединился, пусть он не говорит «я согласен», он использует другую формулировку, но она абсолютно здесь уместна. Я являюсь приверженцем позитивного восприятия жизни, близкого к пониманию счастья Виктором Розовым. В классической русской литературе мне близок по восприятию жизни Пьер Безухов. Пьер ощутил счастье в том-то, том-то, и дальше Наташа, и дальше что же происходит в пьесе «Вишневый сад» с Раневской, уважаемые коллеги. И вот здесь мы видим цепочку примеров. И если рассуждать по критериям 2019 года, конечно, эту цепочку примеров засчитает эксперт, а на самом-то деле, если мы эту мы об этом и говорим, Татьяна Петровна, если мы сейчас эту цепочку примеров вычтем, то мы не видим еще одного шага. Почему-то. Почему мне близка эта позиция? То есть я просто присоединился. Восприятие позитивное, понимание счастья близкое. А почему? То есть вот только за счет цепочки примеров здесь поставлен 1 балл, но если мы их вычитаем, то, собственно, рассуждения ребенка здесь нет. Поэтому обращаем внимание, коллеги, у нас с вами есть время еще, у нас есть половина апреля и часть мая. Обращаем внимание, коллеги, детей на то, чтобы перед этими примерами все-таки у учащихся было свое размышление, почему я присоединяюсь, или, потому что такие тоже возможны варианты, не разделяю точку зрения автора или разделяю ее частично, только в одной части. Поэтому, коллеги, если мы сейчас уберем отсюда примеры, то пострадает критерий К4, то есть ребенок не получит. Здесь спасли ребенка. Да. Спасли ребенка. Хотя писал он это давно, он не об этом. Опять же, мы говорим о том, что это сочинение не в этом формате, но обращаем внимание, что просто цепочка этих примеров в этом году без, собственно, формулировки аргумента, почему же, она будет, конечно, в данном случае очень слабой. Какой бы эксперт сказал бы нет аргументации. Да, и тогда бы эта работа в сумме, если бы эти же проблемы, потому что мы видим проблему с аргументацией, значит, что-то там еще будет и с пояснениями, собственно говоря. Поэтому, если эта проблема высветится в этой работе, то, скорее всего, что она выйдет на 3-ю проверку, потому что и это хорошо, потому что потом уже эксперт, который допущен к 3-й проверке, как раз и выяснит, что здесь происходит между вот этими 2 проверками и примет все-таки позицию, которая будет говорить о том, что здесь пока ребенок не научен обоснованию. То есть пока затрудняется. Уважаемые коллеги, мы с вами рассмотрим вот на этой презентации последний пример, который связан, собственно, с обоснованием. И этот пример у нас тоже на 1 балл, и это тоже пример по тексту Сергея Михалкова. Итак, я согласна с автором. Во-первых, литература воспитывает, формирует человека. Я встречала человека, не признающего и не читающего в детстве и юности художественной литературы. С ним не о чем было разговаривать. Он создал у меня впечатление пустого человека. Во-вторых, я на собственном опыте ощутила, как стихи русских поэтов могут помочь в трудный момент подсказать выход из сложившейся ситуации. Моим духовным наставником стал Александр Блок. И дальше, в-третьих, я считаю, что умный человек – это интеллигентный человек, а для этого нужно развивать мир чувств, но без художественной литературы это невозможно. Уважаемые коллеги, вот я озвучу обращение одной из коллег в городе Сыктывкаре вот по поводу этих, во-первых, во-вторых и в-третьих. Коллеги, вот здесь, в тот момент, когда ученик перешел уже, собственно, к своему размышлению, они вроде бы уместны, они позволяют ему удерживать. Они удерживают свою мысль, она формирует свою мысль. Но, коллеги, конечно, сочинение сочинению рознь. Может быть, я просто не видела таких примеров, поэтому я озвучу свою позицию, а вы посмотрите, может быть, у вас есть в практике другие примеры. Но вот те сочинения, в которых я видела, как в этом году очень и очень, утрированно учащиеся, тоже ведь с какой-то нашей подсказки, пишут следующим образом. Приведу первый пример, перейду ко второму примеру. На мой взгляд, первый и второй пример, насколько это не тонко получается с точки зрения языка. Поэтому вот эти вот, во-первых, во-вторых, приведу первый, приведу второй, они чисто внешне
организуют речь ребенка, но внутренняя речь ребенка не выстроена. Они мешают развиться коммуникации. Может быть, Татьяна Николаевна, период учебы пока. Ну, период учебы как-то затянулся, коллеги, нам надо детей выпускать. Поэтому, коллеги, давайте посмотрим на другие примеры. Коллеги, теперь давайте с точки зрения того, что здесь в этой работе мы видим. Итак, мы видим, что присоединяется ученик к позиции автора в том, что литература воспитывает, формирует. Дальше сразу переходит к примеру, но ведь тогда, когда говорит во-вторых и в-третьих, во-вторых, конечно, тоже в большей степени пример, но вот в-третьих мы с вами видим все-таки, что есть, собственно, аргумент. Интеллигентный человек – это человек, у которого развит мир чувств, а без художественной литературы это не очень-то и возможно. Если примеры убрать отсюда? У нас остается третий. То есть все равно в данном случае. Примеры вообще убрать. И вот это во-первых, то есть идет обоснование такого. Да, во-первых, литература воспитывает. Ну вот, во-вторых, здесь вообще не пойдет, потому что здесь, собственно, пример. Я на собственном опыте ощутила, потому что это пример. А у нас остается, во-первых, и в-третьих, и такое тоже возможно. Нет, я в самой структуре вот этого абзаца, когда идет во-первых, во-вторых, вот такой почти математическое. Почти математическое. Вот здесь вроде бы обосновано, но в большинстве работ смотрится ведь очень грубо, потому что в данном случае мы вносим иную стилевую окраску все-таки в работу. Вот здесь за счет того, что объем текста вот этой части текста хорош, не очень-то это режет наш слух, наше языковое восприятие, а так я бы не рекомендовала все-таки строить вот именно в таком ключе. Ну, наказать нет, в этой работе никаким образом. Даже ваше предыдущее рассуждение, что несколько вот так вот деревянно выглядит. Простовато, да. Ну, у нас, собственно, там... Такого критерия у нас нет, мы рекомендуем, да. К6 вот. У нас пойдет, а К5 только если действительно будет нарушена при этом логика. А К6, да, как качество. Вообще, как бы, вот ребенок, вот он трудно и сложно учится содержательному анализу. У него вот так вот и будет написано. И ничего не поделаешь, будем проверять, искать. Мы же знаем, критериальный подход, мы ищем то, что нужно. То, что нужно. А вот у чего недостатки, ну что ж поделаешь, значит недостатки. Уважаемые коллеги, мы завершили первую часть нашей работы, да? Я, собственно, не то, что там первая часть, вторая часть, ни в коем случае. Может быть, какие-то дополнения сохранить? Нет. Может быть, какие-то некие дополнения, которые вот я даже вот сейчас могу сказать, что это я даже буду просто пропускать. Итак, значит, я все-таки обращаю внимание вот на этот пункт. Учебные задачи – это проверка эквивалентности восприятия текста. То есть именно как понимается текст. Вот самое главное. Ребенок вообще понимает, ради чего текст написан. И второе – то, что все-таки значимые для раскрытия заявленной проблемы места текста, абзацы, предложения. То есть не те, которые вот взял и привел что-то, а он должен все-таки значимый для раскрытия. И, конечно, эксперт, читая, он понимает, например, что формально приведены примеры, формально есть пояснение, а значимые вещи просто выпущены. И вы, конечно, скажете, что у него такой был коммуникативный замысел. Дело в том, что у него должен быть сначала стоять содержательный анализ текста, а потом уже его коммуникативный замысел. И поэтому я думаю, что основные ошибки будут. Это следующее. Это когда комментируется другая неназванная проблема, и это, скорее всего, самая частая будет, распространенная, и только часть проблемы, то есть когда остальное, значимое для раскрытия данной темы, будет упущено. Ну тогда и примеры не будут засчитываться в любом случае. Да. Так, вот композиция комментария, о чем Татьяна Николаевна сказала, что все-таки лучше на первых порах, мы говорим о 10 классе, да? О 10 классе, что прямо нужно показать, где, собственно, как должна располагаться вот это вот, все эти части комментария. Но я так думаю, что те примеры, которые показала ФИПИ, когда у них после проблемы сразу класс авторская позиция, наверное, это будет наиболее распространенный, мне кажется, вариант. То есть дети будут стремиться выдать авторскую позицию за смысловую связку. То есть он написал это ради этого, и чтобы убедить нас в этом, вот он нам привел вот это и вот это. Я боюсь вот этого смешения смысловой связки и авторской позиции. То есть авторская позиция объединяет все, и они будут смешивать, подмена будет идти. Вот я боюсь вот этого. Так, дальше. Вот те,
Ту табличку вот эту вы уже видели, это с методических рекомендаций ФИПИ, а я добавлю ту, которую приводила ранее, то есть те, которые, возможно, еще смысловые связи, то есть тексты могут быть очень разными. У нас ведь не только, значит, рассуждения, очень много повествования. В повествовании как раз-таки эволюция, да, значит, меняется время, да, может быть, меняется пространство. И вот эта эволюция, то есть движение, да, что-то происходит, это тоже временная последовательность каких-либо событий, она тоже может стать, возможно, смысловой связью. Ну вот пример свидетельства, это самый наиболее распространенный. Так? Дальше, когда здесь он указывает цель, а там средства для достижения, значит, причинно-следственный это вообще тоже постоянно, особенно в рассуждении, да. Дальше, из факта возможность какого-то следствия и факт, значит, или дается ему оценка и мнение о нем. Дальше, когда перечисляются обстоятельства, приведшие к чему-либо, да, значит, дальше родовидовые отношения. Далее сравнение, кстати, там, по-моему, было, да, сравнение. Но самое популярное все-таки, вот, особенно в публицистике, это антитеза. Это оппозиция казалось. Причем не только в публицистике, в художественных примерах. Это любимый прием, самый яркий, самый доходчивый для читателя, когда ему противопоставляют какие-либо вещи. Поэтому смысловых связей больше, я хотела сказать, чем в методических рекомендациях ФИПИ. Поэтому я здесь рекомендую прочитать учебник риторики для старших классов. Вот. Ну, может быть, есть учебник риторики для основной школы, но в любом случае вот там вот эти смысловые связи есть. Так, ну это я уже не буду смотреть. Я здесь только могу что сказать. Постарайтесь со своими детьми, работая при помощи мультимедиа, раскрашивать, писать, вот как я пишу, там первый пример, первое пояснение, смысловая связка, да, для того, чтобы удить. Ну, понятно, что вот так текст строить не надо, да, но для анализа это очень хорошо, когда работает цвет, когда работают структурные вот эти вещи, то есть мы разбиваем абзац, так, это для того, чтобы они просто натренировали свой глаз, так, на развлечение. То здесь можно давать, например, работы друг другу, да, и найди у своего товарища и пояснение, и пример найди. И они будут обнаруживать, что пример есть, пояснения нет, это есть, смысловой связки нет. То есть они пускай ищут и понимают, перед какими сложностями будет стоять эксперт, читая их работу. Чтобы они понимали, что вот работу он написал, как написал, а вот оценить, возможно, будет сложно. Поэтому я бы, например, немножко настаивала на какой-то определенной ясной композиции. Есть дети, которые не послушают, которые напишут, как они привыкли, как они хотят. Но все-таки есть дети, которые слышат советы, рекомендации своего учителя и могут все-таки вот какую-то связанную схему представить. Пусть это будет немножко схематично. Я, например, этого не боюсь, этой схемы. Самое главное, чтобы они умели анализировать текст. А вот уже написание текста по своему анализу – это второе умение. Можно прекрасно разбираться, но не уметь донести потом. А можно прекрасно писать, но не попасть, как говорится, в своем анализе никуда. И поэтому, посмотрите, я больше внимания здесь обратила именно на то, что писал, значит, ну кто там, Цибулька пишет, или кто, или целый комплекс авторов. Я думаю, пишет. Что группа это авторов. Во всяком случае, вот этот комментарий соответствует высшему баллу, так как экзаменуемый, опираясь на исходный текст, прослеживает путь автора от формулировки к основным выводам, его логику, систему аргументов. Тем самым в работе выделены поясненные ключевые моменты. История создателя слова полку – первый пример. Традиция отечественной – второй пример. Упоминание поэтов-бойцов и ссылка на неумолкающее слово поэтов – свидетельство установленной логической связи. Логическая связь – это та самая смысловая связь. И вот искажений смысла авторского текста, то есть фактических ошибок, понимания проблемы нет. Вот что самое важное здесь. Чтобы получить 5 баллов, да. Поэтому я все-таки, вот я сама так работаю и вам тоже рекомендую, потому что некоторые дети воспринимают визуальный текст, некоторым нужна именно схема, они через схему лучше до них доносится вот это. И поэтому нужно делать так, чтобы работало все.
на слух и на восприятие зрительное. Второй пример мы уже тоже разбирали, а я бы хотела, значит, пример, который вы не взяли. Угу. Так, а почему, кстати, вы не все брали, да? Нет, не все примеры, не нет. все брали, да? Я бы хотела все-таки, наверное, вот к этому примеру. Помните, гранинский текст о времени, он один из первых, да, который вот у нас сразу же был, да? И когда я стала читать, я, честно говоря, стала, не то что в тупик. Вы помните наши ключи? Бывают по 2, 3, 4, 5, я даже помню 9 проблем в одном тексте. И понятное дело, что они настолько частные, настолько небольшие, да, что прям вот, они есть, они есть. И вот когда я смотрела, читала, вот, я подумала, мы говорим, дети, вы должны прокомментировать одну найденную проблему. А затем смотрю вашу презентацию и поняла, что я что-то упустила, потому что вы же откуда-то это взяли насчет главной проблемы. Это в методических рекомендациях, вот там, где умения, в методических рекомендациях. И вот здесь, когда я стала вот это смотреть, я поняла, да вот же это, вот это. Дело в том, что когда ключи у Гранинской вот этого текста, значит, мы нашли, то вот как раз красным определены те проблемы. Первая проблема – отношение людей ко времени в древности. Вторая проблема – роль технического прогресса, а третья – ценностные ориентиры. 3 проблемы в тексте, но заметьте, что здесь, получается, ценностные ориентиры – это главная проблема, а предыдущие проблемы служат здесь теми самыми примерами иллюстраций. И вот тут, а сначала я подумала, как же так? Ребенок должен взять одну, например, отношение людей ко времени, и ее комментировать. Понимаете? Или вторую, или третью. Но дело в том, что они находятся не в равном положении, эти проблемы. Какая-то из них главная, а какие-то иерархически, так сказать, да, они подчиненные, вторичные. Значит, тогда эти проблемы нужно увидеть, как они будут в главной проблеме, во взаимосвязи какой будут. То есть, понимаете, вот мы же учили-то одному, что они одну проблему. А здесь я все-таки думаю, я, правда, всегда раньше говорила, цельтесь слона, то есть в главную проблему. Это была моя любимая мысль, потому что когда маленькая проблема, там, извините, очень сложно что-то комментировать. И поэтому вот давайте мы с вами вот посмотрим такую вещь. Давайте сначала вот это обсудим, потом еще вернемся. Итак, что должен делать обучающийся в создании комментария? Во-первых, конечно, не сразу писать. Он должен поделить текст на смысловые части. Это может быть вот буквально в рассуждении, значит, первый, там, предположим, абзац, так, а все остальные – это большой-большой-большой повествовательный пример. И вот он должен увидеть, что здесь 2 части, собственно, тезис, и вот он большой-большой пример. Вот эти смысловые части, то есть не на абзац ни в коем случае, вы уже тоже говорили, не на абзац ориентироваться. Дальше. В рамках избранной проблемы, потому что проблем много, он должен понять, что будет относиться к данной проблеме из всего текста, а что не будет относиться к данной проблеме. То есть смысловые это части определил, но это не значит, что все они нам пригодятся. Дальше нужно будет между вот этими частями определить смысловую связь. То есть мы смысловые части нашли, а теперь связь, какую мы возьмем. Когда я анализировала текст, вы помните, на предыдущей нашей с вами встрече, помните, про честность украли в гостинице, там, уже не помню. Лесков. Селиван. Точно, Селиван. Оказалось, что я могу в этих смысловых частях текста разные найти смысловые связи. То есть я могу найти и такую, могу и такую. То есть нельзя сказать, что существует только одна смысловая связь. И поэтому ребенок найдет свою. Затем нужно подобрать примеры. То есть ты видишь эту смысловую часть. Она может быть маленькая, большая, по-разному. Но ты должен взять из нее значимое, а не любой пример, любое предложение и выдать это за пример.
Ну и, конечно, пояснение примера – это когда вы поясняете, зачем этот пример был приведен автором. Таким образом, вот такой алгоритм. И только после того, как для вас все ясно, вы поделили, вы нашли части, вы определили смысловую связь, вы подобрали, я возьму вот эти предложения, вот отсюда я это, вот здесь я поясню так. То есть сначала мыслительная, вот эта содержательная работа в голове или там на черновике проходящем. И только после того, как для вас выстроился комментарий, только тогда мы начинаем его писать. Так, для председателя я все-таки полагаю, что в связи с тем, что я до этого указала по Гранину, сначала анализировать проблему, указанные в ключах, для того, чтобы показать, какая проблема главная, а какие находятся в подчиненном положении по отношению к главной. У нас в ключах главное не указано. Я для себя проверила, взяла несколько текстов, взяла ключи, благо у нас Google позволяет все найти. И раньше мы на них просто смотрели. Проблема, проблема, проблема. И теперь я поняла. Вот эта проблема, она может быть указана 5-й даже, там, не 1-й. А вот эти все, они подчинены. Понимаете? И вот я думаю, что вот это самое главное нужно будет, то, что вот перед проверкой определить, какая проблема будет главной, какие будут служить у детей. Просто по-другому никак. Будут служить для раскрытия этой большой главной проблемы. Затем вот этот анализ смысловых связей между проблемами, а затем возможные смысловые схемы для комментария. То есть как взаимосвязаны эти проблемы. Я сейчас покажу. Вот возьмем текст, думаю, всем знакомым. Об Барклае де Толли, Лаптева. Поэтому я просто обозначила начало предложения. Я думаю, в Гугле легко найдете. Вот у нас там 3 проблемы. Почему выдающиеся личности, верные своему призванию, не получают должную оценку? Когда возможна объективная оценка великих людей и событий? И какого человека можно назвать выдающимся? Вот я здесь представила себе 3 варианта главной проблемы. То есть каждая из них, если ребенок назовет ее главной, как должны будут смыслом связаны остальные. Ну, давайте вот посмотрим, начнем со 2-й. Я начинала, потому что отсюда не влезла, потом сюда. Итак, вот с моей точки зрения, вы хорошо помните текст? В общих чертах, Татьяна Петровна. Прометей, Барклай де Толли, да. И вот, в принципе, он посвящен целиком тому, что недооцениваются великие люди. Поэтому я посчитала, что главная проблема все-таки 2-я. Когда возможно это? Когда их вообще оценят? Да? Авторская позиция, то, что это только потомкам, и все, можно соглашаться, можно нет. Но тогда проблема номер 1 и проблема номер 3, вот они там перечислены, какая 1, 2, 3, да, они будут служить в качестве примеров с пояснениями. То есть ребенок возьмет вот это и вот это. И смысловая связь будет подтверждение. То есть в подтверждении этой мысли автор сначала разъясняет, какого человека называют великим, что свойственно великим людям, цитата, а затем, так, в подтверждении, он, говоря, что современники не способны оценить, приводит пример с Барклаем де Толли, то есть пример современников, тех, которые не сумели оценить Барклая де Толли. Если же он назовет главной проблему, почему выдающиеся личности не получают, то тогда уже другие проблемы, 3-я и 1-я, будут служить вот этими примерами с пояснениями. А вот когда главная 3-я, я подумаю, ну хорошо, какая же она может быть главная? Ну, то есть этот текст совершенно должен быть другим, да, но тем не менее, если уже исходить из этой логики, я поняла, что здесь можно, значит, взять в качестве комментария вот проблему номер 1, почему выдающиеся личности, верны своему признанию, не получают. И автор сам, когда рассуждает на эту тему, приводит 2 примера. Это очень далекий исторический пример с Прометеем, а затем ближе уже к современникам, пример Барклая де Толли. То есть для подтверждения он приводит именно людей, разделенных культурами, временем, всем. Но мысль одна. Все равно эти люди не оценены, и они действительно великие и выдающиеся. То есть вот с моей точки зрения, вот ключи, дающиеся экспертам, они могут натолкнуть на мысль, что в этом тексте, да, будет чему служить. Вот мне кажется, что вот здесь есть
вот такой потенциал, который можно использовать при анализе текстов. Ну и алгоритм для эксперта, ну, для учителя – это анализ указанной смысловой связи в рамках проблемы, дальше анализ примеров и анализ пояснений и указанной смысловой связи, то есть взаимосвязаны они или нет. Ну, тут понятно, но если, предположим, до этого вот этого не было разделения, какая проблема главная, а какие ей подчинены и служат для ее же тоже раскрытия, подтверждения, то я думаю, что здесь могут быть такие разночтения, что какие-то вещи могут быть просто быть упущены. Так, вот я взяла текст, который нам давали муниципалы для анализа, и который сегодня уже Татьяна Николаевна упоминала, текст Абрамова об учителе с большой буквы. Я также при анализе работы с детьми обязательно крашу цветом, чтобы они разделяли, значит, одно проблемное поле, да, то есть это поле проблемы номер 1, а это поле проблемы номер 2. И действительно здесь получается так, что роль, да, и качество учителя, они смешаны в одном тексте, но я всегда детям говорю: дети, смотрите, особенно если рассуждение, это начало текста и конец текста. И поэтому фиолетовое, там, где сказано о первейшей роли в школьном деле, а заканчивается опять же ролью, да? То есть это главная проблема. Вот это фиолетовое, это главная проблема, да? Ну, вот. А вот то, что синий, да, этот цвет, голубой, цвет, да, вот это про качество. Это там написано, что телевизор выключится. Я не знаю, какой. То вот эта синяя, она подчинена. Они взаимосвязаны, безусловно, но она не главная. А вот черным цветом у меня выделено и курсивом. Помните, я уже упоминала про мужчины или женщины работают в школе, и почему эта проблема вообще не указана. Но тем не менее, дети ее увидели. Но я всегда говорю: дети, эксперт связан. То есть если ключи есть, в ключах нет, то или экспертное сообщество перед проверкой решает, что оно зачтет. Но я обычно детям говорю: ну вот посмотрите, это всего лишь абзац. Не ради этого написан текст. Берите главное, поэтому всегда смотрите в рассуждении. Это первые фразы, там обычно названы те самые понятия, ради которых этот текст написан. Школьное обучение, да, первейшая роль. И поэтому он, говоря о важности роли учителя, потом говорит, что вот эта роль, она ведь не за то, что у него такая одежда, такая походка, не ради того, как он вот все это, да, а потому что он очень много работает, и это ценят люди. То есть его роль в школьном деле высока. Именно почему? Потому что он трудится на детей, и люди это ценят. То есть не просто она ему изначально принадлежит, учитель – это главный. Нет. Если бы он не трудился до самозабвения, он не стали бы старики шапку с головы снимать. Роль взаимосвязана с качествами. И поэтому вот еще раз, работа с цветом, всегда понимаем, с чего начинается текст, чем заканчивается, и это говорит о том, что главное. Примерный комментарий. Какова роль учителя в школьном обучении? Итак, рассуждая о роли учителя, автор на примере, то есть у нас здесь пример Алексея Федоровича Калинцева показывает, как эта роль напрямую связана с личностными качествами и его отношением к работе. Итак, значит, роль связана с личностными качествами, напрямую связь. То есть чем лучше личностные качества, тем выше будет его роль. Первый пример пояснения. Абрамов сначала характеризует учителя, подчеркивая масштабность и богатство его личности. Дальше дается цитата. Второй пример. Далее автор подчеркивает отношение учителя к своему делу. Опять же идет
предложение номер 17. И еще пояснение. Общество ценит такое служение, поэтому всем от мала до велика почитает учитель. Вообще, конечно, сама цитата не всегда означает пример. Ребенок может цитировать все вот интересные моменты в авторском тексте сколько угодно, ради бога. Вот, то есть это не ориентир обязательно, что это пример. Но, тем не менее, посмотрите, смысловая связь в первом предложении, каждый пример вместе с пояснениями, отдельными абзацами. Я думаю, что наказывать за это не надо. Нет. Угу. Ну и К3, ну, здесь я немножко укоротила, понятно, что и так автор считает, что первейшая роль, значит, принадлежит учителю, потому что масштабность, богатство личности. И К4 совсем коротенький. Я согласен. Учителем может быть не каждый человек, а только тот, кто готов делиться знаниями. Случайным, равнодушным, ленивым людям не место в школе. То есть коротко, но почему роль велика? Потому что... Обозначено ведь. Да. Поэтому сначала может быть вот прямо так и писать. К1, К2. Первый пример. Ну вот 10 класс, я думаю, это будет нормально. Потом уже в 11 классе, конечно, это должен быть текст. Без всяких вот таких схематических каких-то делений. Но они должны четко отличать пояснение от собственного примера. Смысловую связь. Вот это должно быть у них в голове просто выстроиться. То есть, Татьяна Петровна, вот если задержимся, да, то есть мы видим сейчас очень хорошую такую смысловую опору для написания полноценного сочинения, потому что мы понимаем, что у большинства из нас на русский язык отводится только 1 час в неделю, но без таких смысловых... У большинства 1 час в неделю. Но без таких смысловых опор мы с вами, наверное, в 10 классе не научим детей понимать, как строится сочинение и как соотносится, собственно, сочинение с тем заданием, которое нам дано, нам сформулировано. Поэтому такие смысловые опоры, они все равно нужны. Да, особенно на периоде обучения. Когда мы обучающие вещи, как можно больше текстов показывать, писать сами, причем, где вы там найдете. Вот. Теперь возьмем вторую. Как относятся к учителю в обществе? Рассуждая об отношении людей к учителям, то есть мы взяли вторую, она была не главной, да, но если ребенок ее укажет как главную, автор приводит 2 примера. Личное мнение и общественное мнение об учителе. То есть вот смысловая. Личное и общественное. Они не обязательно противопоставляются, они могут сопоставляться. 2 примера. И вот первый пример. Свое мнение он сразу обозначил. Назвал учителя именно так, с большой буквы. И почему? Дальше, второй пример. Единодушная реакция уже людей на появление учителя, да, как кланялись и так далее. И этим примером автор хотел показать. И К3 автор убеждает, что уважение к учителю является следствием его безответного подвижнического служения. Ну и К4. Таким образом, вот я все-таки всегда, ну, я человек сама люблю схемы, структуру работать, в текстах это особенно важно, и поэтому тексты автора тоже нужно делить, видеть, где автор свои примеры приводит, где он поясняет, ведь он делает ту же самую работу, которую должен делать потом ученик. Только он делает это в своем тексте, а мы в своем тексте. Тексты в этом смысле всегда одинаковые, строятся одинаково. Можно задержать Татьяну Петровну, уважаемые коллеги. Вот обратите, пожалуйста, внимание, что вот та смысловая связь, которая сейчас обозначена в критерии К2, рассуждая об отношении людей к учителям, автор приводит 2 примера, личное мнение и общественное мнение, она вот в те сухие таблицы, которые мы с вами рассматривали, не вкладывается. Эти мнения не противопоставлены, они не сравниваются, их можно, конечно, посчитать аналогичными, но они разные. Здесь нет какой-то аналогии. У ребенка, у мальчишки было восхищение, удивление, эмоциональный такой порыв, который он сохранил на всю жизнь. И здесь у взрослых людей вполне осознанная оценка того, что учитель делает ради этого села, в этой школе, и не только ради детей, но и ради взрослых тоже, потому что мы понимаем прекрасно, что эти дети возвращаются в семьи. Поэтому посмотрите, коллеги, вот здесь нельзя говорить о том, что дети найдут именно
именно ту смысловую связь, которую мы им даем в шаблонах. Они должны почувствовать. И вот здесь я бы даже, наверное, не сказала, что эти примеры дополняют. Они сосуществуют в тексте. Да. Есть такое, есть такое. Нет уточнения между ними или еще чего-то такого. Поэтому, конечно, детей нужно нацелить на то, чтобы они видели и такие примеры текстов, в которых эти мнения приводятся. Они полноценны оба, и то, и другое. И оба, конечно, важны для того, чтобы понять вот это отношение к учителю. Коллеги, я прошу прощения, мне очень нравится этот текст. И вот мне это первая часть, когда ребенок сохраняет это удивление, восхищение. В этом тексте очень нравится. Почему-то дети пропускают. Вот когда пишут об отношении к учителю, они пропускают это отношение ребенка. А ведь в первую очередь отношение к учителю появляется у детей. Они Может быть, видят. сначала сам удивившись, он вдруг потом. Я обратила внимание, а люди Как другие, реагируют. да. То есть у него вот это такой, так процесс пошел. Мгм. Если бы он сам не заметил, он не заметил бы, возможно, как и люди относятся. То есть мы должны понимать, когда вот я детям говорю, вот смотрите, вот всегда идем за автором. Вот он это написал зачем? Вот это написал зачем? Или можно ли Всё без время этого зачем? обойтись? Да. Конечно. Если вот есть Он эта мог часть в вообще тексте. этого не писать, правильно? Но ему было это важно. И поэтому вот когда мы идем вслед за автором, мы каждый спрашиваем, почему его мысль разворачивается именно таким образом. То И есть если мы уберем, что меняется? Если мы Да. уберем это из текста, то что меняется? Нужен ли нам этот пример вообще тогда или нет? он не мог не сказать личного своего, потому что это его учитель. Но также он понимал, что это не только он увидел в нем. Оказывается, все давно оценили этого учителя. Ну, а К4, конечно, здесь взрослые довольно-таки. Это меня куда-то понесло, если авторитет учителя падает. Дети, конечно, так не напишут, но, скорее всего, наверное, поскольку они сами в школе учатся, наверное, найдут свою аргументацию отношения к учителю. Мгм. Может, только нам... Может, мне было даже интересно бы посмотреть, а что бы они написали. Нет, у меня дети писали текст, но я, честно говоря, не увидела ничего интересного и достойного, чтобы привести сюда в пример. Очень общие, конечно, были фразы, очень общие по поводу того, Нет, они что... вообще просто говорили об учителе, Общо. да, и какие-то примеры приводили, что вот учителя могли бы сделать больше для детей. И я поняла, что они как раз вот перешли на личное, на какие-то свои претензии, скажем, даже к учителям, а вот в целом не смогли. Ну, они просто еще маленькие. Так, второй был текст Ивана Ильина, русского религиозного философа. И он, в общем-то, мне показался, и сами дети, кстати, сказали, он простой. Ну, потому что здесь структурно, очень прямо вот по абзацам все хорошо, да. Значит, тезис в первом абзаце. Дальше прямо искусство сносить лишение требует человека двух условий. Первое условие, второе условие. Очень четко, очень ясно, и поэтому здесь потеряться было негде. Тем более, что в первом абзаце очень было много повторов, поэтому вот лишение, убытки, унижение, убытки, лишение, угрозы лишения. Понимаете, что вот все, повтор это всегда значит, что это очень важно для автора, поэтому он так много раз все это повторяет. И поэтому здесь первый вариант смысловой связи – это на противопоставлении. Значит, сначала рисуют угрозы жизни полное лишений, страхи, сумасшествие, смерть, рабство. И я думаю, он повторяет эти слова, чтобы читатель сосредоточился на представлении такой жизни. Так. Второй пример – на жизнь свободную от страха перед лишением. Таким образом, здесь вот смысловую связь можно такую усмотреть. А вторую, значит, это как раз эти по условиям, которые сам Ильин взял. То есть, повторяю, что никогда нельзя угадать, какой ребенок увидит смысловую связь. Поэтому вот это самая была простая. Вот ее, кстати, увидели все. Ну вот тут вот только вот та же проблема, которая была с текстом Михалкова. Работая, точнее говоря, с этим текстом, вот в сочинениях по этому тексту учащиеся затруднялись потом пояснять вот как раз те примеры, которые они приводят. Они опять переходили на текст, цитировали
без кавычек, конечно, просто пересказывали, то есть пояснения потонули в самом этом тексте. Дети не смогли оторваться и понять, для чего же все-таки это условие автор упоминает, насколько оно важно в реальной жизни или вот в той жизни, о которой говорит непосредственно Ильин. То есть вот здесь все равно есть проблема в этих публицистических текстах, когда кажется нам, вот говорят дети, текст легкий, потому что автор за нас все рассказал, а у нас-то ведь задача стоит понять, а зачем нам автор об этом рассказал так подробно, эти условия так подробно представил. Я поэтому здесь да, понятно, так, но да? с этим текстом была вот эта вот проблема. Дети начинали переписывать просто Значит, я его. здесь хотела показать, что варианты смысловой связи на одном Могут быть тексте разные. можно усмотреть разные. И здесь нельзя предугадать, собственно, но какие-то вот именно, опять же, глядя с точки зрения экспертов, ну, я думаю, вот эту бы вот просто сказать, да, они должны будут обязательно вот это. Ну, и не должны обязательно, а просто, скорее всего, вот эти условия возьмут в качестве примера с пояснением. Да? А вот если уже там что-то другое, ну, будем смотреть. Ну, мы должны как бы предполагать хотя бы примерные варианты. Все, собственно. Коллеги, я надеюсь, и выступление Татьяны Николаевны очень полное, с примерами, с пояснениями. Значит, вам помогло. Мои какие-то дополнения, надеюсь, тоже были не лишними. Мы, наверное, все-таки разместим на сайт КРИРО, там, где у нас открытый портал «Открытое образование», обе презентации, поэтому я прошу разрешения. Значит, я могу формат PDF, чтобы да, наверное. Так, и разместить. Да, разрешаете, да? Конечно. Я, коллеги, размещу, поэтому тут, может быть, что-то не очень хорошо было видно. Да? Я думаю, что дальше вы просто увидите. И прослушать можно, в конце концов, и несколько раз. Всем большое спасибо за внимание. Еще, если какие-то есть вопросы, были там в чате какие-нибудь вопросы? Вопросов нет. Но, тем не менее, пишите в КРИРО, на адрес КРИРО, методистам. И если какие-то еще будут просьбы, то, пожалуйста, мы всегда готовы прийти и помочь вам. В ближайшее время, значит, выступление, вебинар по промежуточной аттестации. Это для тех школ, которые не прошли проверку Министерства управления надзора и контроля. Точнее говоря, они прошли, но получили замечания, которые можно устранить. Хорошо. Прошли, но с замечаниями. Итак, до свидания. До свидания. Все, спасибо.